На улице Дзидзаря в Гудауте близится к завершению работы по прокладке водопроводных труб. Общая протяженность нового водопровода около 730 метров. Сейчас специалисты проводят установку арматуры водопровода. Лет 40 точно водопровод у нас не делался, это точно я могу сказать. А сейчас ведутся работы согласно инвестпрограмме. В данный момент мы заканчиваем установку запорной арматуры по улице Дзидзаря. Запорная арматура – это задвижки, которые позволяют нам, допустим, при ремонте отключить какой-то участок или подключить. То есть в будущем, чтобы было удобнее его обслуживать. После завершения работ по улице Дзидзаря водопроводные трубы проложат и на улицах Ардзенба, проспект Героев и 4 марта. По окончании работ на данных 4 улицах проложат асфальт. Также в рамках российской инвестпрограммы на главном мосту города по улице Дзидзаря ведутся ремонтно-восстановительные работы. Был произведен полностью демонтаж перил на одной из сторон. Сейчас проводятся работы по установке новых перил. Будет установлено новое освещение, плафоны новые. В целом работы идут быстро. Погодные условия нам позволяют вести работы, в принципе, до сумерек. Несколько месяцев назад по улице Дзидзаря срубили платановую аллею, так как корни деревьев деформировали и разрушали тротуары, проезжую часть. На месте срубленных платанов высадили конский каштан, так как его корневая система глубокая и не вредит внутренним коммуникациям города. Саженцы конского каштана принялись хорошо, за ними ухаживают. Посаженные деревья конского каштана, как вы можете видеть, прекрасно прижились у нас, и дальнейший уход за ними осуществляется таким образом. Раз в 2 дня идет обильный полив этих деревьев, в зависимости от погоды. Если погода жаркая, то полив производится ежедневно. На деревьях изначально были положены специальная кокосовая стружка, это такие подложки, которые в жаркую погоду сохраняют влагу. Далее деревья были ограждены специальной изгородью, которая так служит и ограждением для них, также является и укреплением для этих деревьев, чтобы они стояли ровно, и в дальнейшем корневая система укрепилась, и деревья зафиксировали вот этот ровный, красивый общий вид. Еще один крупный объект в Гудауте, на котором ведутся ремонтные работы, это Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. Старое здание музея снесли еще в 2012 году, и на его месте возвели новое за счет республиканского бюджета. Но в 2013 году стройка была приостановлена из-за финансовых затруднений. К концу прошлого года строительство возобновили. Сейчас в музее идут фасадные работы, а затем начнется прокладка внутренних коммуникаций здания. В таком хорошем темпе работы пошли с мая месяца после приезда президента Республики Абхазия Рауля Джунковича и премьер-министра Геннадия Леонидовича Гагуля. На сегодня государство выделило все деньги на завершение ремонтных работ по фасаду здания. Где-то 12 миллионов, насколько я в курсе, и выделено где-то около 5 миллионов на внутренние работы. На сегодняшний день вы видите, все окна, все двери выставлены, фасад покрашен. По фасаду деньги выделены, но остались незавершенные работы. Вот вокруг музея, да, весь цокольная часть музея, лестницы будут выложены гранитом. К слову сказать, и жители не остались безучастными в деле облагораживания родного города. Силами горожан часть Гудаутской набережной была реконструирована. Уложено более 500 метров тротуарной плитки и установлено до 30 фонарных столбов. Изначально этот проект вообще осуществлен был с помощью наших более взрослого поколения. Они собрали нас вместе, дали нам первый финансовый толчок. И затем весь процесс, да, был осуществлен исключительно только силами горожан. Горожане помогали материалам, это вот инертным материалом, отсевом, подсыпка для плитки, это цементом, ну и вот многими этими вот составляющими. Вот это вот все щипзаводы, которые вот находятся на территории у нас Гудауты, внесли тоже большой вклад для этого. Нам на благотворительной основе нам помогли осуществить нам этот проект. Местные жители и дальше намерены благоустраивать набережную города. В скором времени здесь установят и лавочки для отдыха. Аля Катрапш, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.